За первый час в амбулатории Зязиков-Юрта успели привить больше 10 детей. В первый же день третьей туровой иммунизации от полиомиелита в коридоре целая очередь. Защитить ребенка от вируса решила и Лейла Гитагазова. У женщины 5 детей, всех их своевременно вакцинировали. Последнюю, третью, сегодня получает 2-летний Мухаммад. Это, говорят, не знаю сколько, из 100% 10% детей парализуют, если эту прививку не делать. Поэтому уже 3-й раз мы прошли эту прививку младшему, еще девочка тоже. Обязательно прохожу на прививки. И всем советую приходить. Тем временем в коридоре своей очереди ждет Хава Чеканова. В свои 9 лет девочка уже знает, что полиомиелит – страшная болезнь. Я сюда пришла, чтобы сделать прививку, чтобы я не болела. И я совсем не боюсь прививки. Я в прошлый раз делала, чтобы я не болела. И вот как ты себя чувствовала, когда тебе делали? Я себя чувствовала хорошо. Вакцинируют только здоровых детей. В первую очередь каждый пациент проходит медицинский осмотр, измеряют температуру, прослушивают грудную клетку, выясняют, есть ли аллергия на препараты. Прививают инактивированной и живой вакциной. Живая необходима для создания кишечного иммунитета. Эта вакцина применяется с начала 60-х годов. Вид самый безобидный – капельки розового цвета. Опыт применения вакцины показал ее хорошую переносимость и свидетельствует о высоком иммунитете, который формируется после ее введения. Живую мы делаем с 3-й вакцинацией. То есть 1-я и 2-я вакцинация идет инактивированной, она более ослабленная. 3-я вакцинация уже у нас идет по туру живая вакцинация. Это капельки в рот. Детям они нравятся больше, безболезненнее, и они с удовольствием уходят. Все необходимые для прививки препараты в наличии. С первого дня старта иммунизации пришли и те родители, которые раньше были в числе отказников. Все же на этом работники местной амбулатории не останавливаются. Регулярно ведут разъяснительную работу с местными жителями. У нас были подворовые обходы. Мы разговаривали с каждым отказником. В каждой семье мы разговаривали не с одним родителем, а со всей семьей. Результаты у нас есть, и хорошие результаты. Наше население, начиная с весны, с 27 февраля, вернее даже, очень хорошо прививается. Врачи напоминают, полиомиелит – инфекционное заболевание, которое передается как воздушно-капельным, так и оральным путем. Заразиться можно от заболевшего ребенка или вируса-носителя через немытые руки, грязные предметы, при вдыхании аэрозоля, образовавшегося при кашле или чихании. В течение инкубационного периода, который при полиомиелите длится от 3 до 35 дней, и после еще в течение 6 месяцев человек остается заразным. Сейчас в данное время у нас, конечно, дети в основном на каникулах, дети в основном в гостях, в разъездах, в лагерях. Играются и общаются, смешиваются на детских площадках. Поэтому летом провести этот 3-й тур было действительно актуально. Надеемся на хороший охват и на хороший процент. Будем надеяться, что наши отказники все-таки придут. 3-я туровая иммунизация против полиомиелита проводится в связи с низким охватом профилактическими прививками детей, чтобы снизить угрозу распространения полиовируса в республике. Чтобы был у детей популяционный иммунитет, надо от тех детей контингента подлежащих минимум 95%. У нас первый тур был 62%, это очень мало. И 90% где-то в среднем был 2-й тур. Пока мы не достигнем популяционного иммунитета у детей, этот вирус будет гулять у нас в республике. Неизвестно, что будет дальше, поэтому у меня такое обращение ко всем жителям республики, к мамашам, дедушкам, бабушкам, родителям детей, чтобы они действительно отнеслись очень серьезно к этой проблеме. 3-й тур дополнительной иммунизации среди детей от 3 до 10 лет продлится до 30 июля. Какая дальше будет складываться эпидситуация, зависит от охвата подлежащих вакцинации. Малика Измайлова, Хамзат Халухоев, Новости 24.